На часах время просыпаться и начинать строить свое будущее. Утро Хакасии на телеканале «Россия-1». Сегодня с вами встречаю я, Полина Ефименко. Здравствуйте. День российской науки отмечают сегодня все неравнодушные к новым знаниям и открытиям. Чтобы чего-то достичь в этой области, нужно как минимум много знать. Где получить эти знания, расскажем чуть позже, а прежде коротко о главных событиях дня. В Хакасии появились первые мобильные избиратели. Это граждане, которые 18 марта будут голосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Для этого нужно заранее подать заявление в Теризбирком, МФЦ или на портале госуслуг. Такой возможностью воспользовались уже 140 жителей республики. В Хакасии проверят готовность муниципалитетов к весне. Спасатели, специалисты Ростехнадзора, Минприроды выяснят, насколько города и районы готовы к весенним рискам, прохождению паводка и пожароопасному сезону. Хакнияли презентовал сразу несколько изданий. Это работы о петроглифах Аглахты, об особенностях хакасской литературы, а также уникальная книга о национальном костюме, выпущенная лишь в 20 экземплярах. Над изданием трудились культурологи, историки, этнографы, а также артисты театра «Читиген». ХГУ идет к вам. Меньше полугода осталось у выпускников школ до подачи документов в высшие учебные заведения или техникумы. Однако с выбором будущей профессии пора определяться уже сейчас. И чтобы помочь сегодняшним школьникам определиться, Хакасский госуниверситет регулярно проводит дни открытых дверей в стенах своей альма-матер. Но в этот раз вуз решил нарушить свои обычаи и назначил встречу с будущими абитуриентами на их территории. Что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. На встречу с коллективом ХГУ пришли старшеклассники не только 20-й школы Черногорска, но и других. Светлану Стародубову уже в этом году ждет поступление в медицинский вуз. С профессией девушка определилась давно, поэтому и площадку, которую представляли студенты медико-психолого-социального института, выбрала не случайно. Оживляли человека, восстанавливали сердечный ритм. Мне кажется, для девочек надо большие усилия прилагать, а мальчикам, в принципе, нормально. Институт информационных технологий и инженерного образования занял сразу несколько помещений. Показать действительно есть что. У нас есть технические проекты, вот, которые представлены здесь. Конечно, они интересны именно тем, что это сделано, грубо говоря, практически из подручных средств и имеет почти нулевую себестоимость. Желающих освоить инженерные профессии всегда немало. Идут учиться в этот институт те ребята, которые дружат с точными науками и не боятся экспериментировать. Анализ на качественные характеристики воды по нескольким параметрам. На жесткость, на хлориде. Мне было интересно и вправду. И я поинтересовался, мне вот показали. Мне это интересно, я занимаюсь. Собственно, и хочу поступить. Поклонники истории и права в этот день прослушали лекцию о происхождении человека и создании первых орудий труда. Будущие учителя встретились с преподавателями Института непрерывного педагогического образования. Условия поступления в университет рассказали представители приемной комиссии. Значимым событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и администрацией Черногорска. Это не случайно. Молодежь из города Угольщиков регулярно составляет немалый процент студентов университета. К примеру, сейчас в ХГУ учатся 650. Это число значительно увеличится, когда откроется новое направление – горное дело. К этому событию в учебном заведении уже готовятся. Учитесь, стремитесь, узнавайте новое и всегда помните – ваше будущее только в ваших руках. Завтра в это же время встречайте свое утро по-вкусному вместе с Максимом Соболевым. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам дня.